Добрый день, уважаемые жители республики. Меня зовут Сивцев Владимир Михайлович, министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Сегодня я проведу прямой эфир в соцсетях. Постараюсь ответить на актуальные вопросы в сфере транспортного комплекса и транспортной инфраструктуры. Задавайте вопросы. Буду по мере возможности постараюсь успеть ответить на все. Хотел бы сегодня для начала сказать, что в нынешних текущих условиях, когда идет достаточно серьезное давление санкционное со стороны недружественных стран, конечно, есть и имеются и возникают вопросы в части своевременной доставки грузов на первоочередных и социально значимых грузов. Сегодня есть вопросы. Сегодня есть вопросы по удорожанию стоимости строительных материалов, как это повлияет на дорожное хозяйство, на ремонт улиц, возможно ли, будет ли повышение тарифов. На все эти вопросы и наши планы, которые мы сегодня себе ставим на текущий год, я готов сегодня рассказать. И сегодня буду стараться ответить на любые вопросы. Пожалуйста, задавайте. Вот уже начали поступать первые вопросы. Будет ли повышение цен на авиабилеты? Сегодня в целом авиаотрасль по стране испытывает достаточно сильное давление. Мы, как и все авиакомпании, наши региональные авиакомпании перевели самолеты в российский регистр. Сегодня вопросы функционирования авиапредприятий республики были вчера рассмотрены у главы республики. Выработали мы комплекс мер по поддержке наших авиапредприятий. Здесь хотелось бы сказать следующее. В первую очередь, все авиапредприятия, авиакомпании сегодня работают в штатном режиме, выполняются текущее расписание, и мы в первую очередь во главу угла ставим вопрос по безопасности полета. Дополнительно к предусмотренным субсидиям, как внутриулусным, недавно было предусмотрено дополнительно еще 150 миллионов рублей. Мы продолжим субсидировать в этом году порядка 893 рейсов внутриулусных. Что касается межулусных перевозок, то здесь у нас программа поменялась, и мы в основном концентрируем адресно на жителях Арктики, и к уже предусмотренным 250 миллионам рублей дополнительно будет выделено 350 миллионов рублей. Таким образом, сегодня программа покрывает стоимость билетов в арктические улусы на 60%, и таких субсидированных мест будет больше 10 мест на рейс. Никаких отказов нету. Глубина продаж до октября месяца текущего года. Билеты в скором времени поступят в продажу. Что касается межрегиональных авиаперевозок, сегодня хотелось бы сказать, что мы не рекомендуем вылетать за границу. Сегодня авиакомпании не вылетают, региональные авиакомпании наши не летают за границу. Российские авиакомпании, такие как Аэрофлот, ЮТР, Россия, они выполняют рейсы в дружественные нам страны на самолетах, которые не могут быть арестованы. Это страны Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты.
Цена билетов на межрегиональных рейсах сейчас на сегодняшний день пока не повышается. Вместе с тем мы наблюдаем значительный рост цен на авиакеросин. Будем следить за ситуацией. Вместе с тем все программы субсидирования для жителей Дальнего Востока, для социальных категорий граждан, они все сегодня работают, и можно воспользоваться субсидированными билетами. Значит, техническое обслуживание самолетов будет обязательно продолжено. Мы здесь, значит, и на федеральном уровне, и на региональном уровне проводим работу по созданию центров компетенции, которые будут обслуживать наши самолеты. И в первую очередь будем уделять вопросы безопасности. Значит, дальше по вопросам. В СМИ ранее читал, что Минтранспорта заявлял о доставке 100 новых автобусов. И где они? Автобусов новых малых совсем в городе. Мы в прошлом году, в конце в декабре, реализовали проект 100 автобусов к столетию республики. Субсидировали первоначальный взнос по лизинговым платежам, и 100 автобусов, 35 ПАЗ «Вектор» и 65 КВЗ, адаптированы под наши условия, с возможностью, значит, им пользоваться ими так называемыми маломобильными гражданами. Мы их закупили, и сейчас идет плановая поставка этих автобусов в Якутске. Сегодня поступили первые 8. До конца марта мы ожидаем, что до первых чисел апреля мы ожидаем, что все автобусы придут. Торжественное вручение ключей планируем на столетие республики 27 апреля. Ну и после всех процедур регистрации мы планируем, что совместно с городом, что участники и ЕПАК, МУП ЕПАК, их выпустят на линии уже с мая месяца. Все мы слышим про нацпроект БКД, много ли дорог будет построено по нацпроекту. Но глава республики Василий Сергеевич Николаев поставил задачу не снижать темпы ремонта дорог, ремонта и строительства. Как и в прошлом году, мы планируем ввести более 500 километров как федеральных, так и региональных и муниципальных дорог на территории республики. Сегодня национальный проект, значит, реализуется в плановом режиме. Рисков, в том числе связанных с санкциями, мы не видим. Сегодня все дорожные предприятия заранее закупили и технику, и необходимые материалы, в том числе битум, и, соответственно, планы по дорогам все будут выполнены. Значит, так, объясните, по какой причине происходили задержки рейсов на внутрирегиональных перелетах. Ну, значит, хотелось бы сказать так, да, по внутрирегиональным перелетам имеются задержки, здесь причин несколько. Ну, первое, это объективные причины в части метеоусловий в отдельных аэропортах. Есть причины по выработке нормативных часов полетов у летного состава, и есть причины по техническим неисправностям наших самолетов. Сегодня мы взаимодействуем со всеми, не только республиканскими авиапредприятиями, но и с соседними, авиапредприятиями соседних регионов, так, чтобы они могли в случае чего встать на отдельный рейс, маршрут. Значит, хотелось бы вот, например, на примере полярных авиалиний сказать, что вот за февраль авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнено 120 рейсов, из них по расписанию 86, задержано 34 рейса. Из них сразу хотел бы обозначить, что по метеоусловиям из них 31. И, значит,
значит, по неисправности воздушного судна один рейс и по решению аэропортов 2 рейса. Если говорить об авиакомпании «Якутия», то значит, в марте месяце выполнено значит, 66 рейсов, из них задержано 11, также из них там, это 9 метеоусловий и 2 по причине неисправности воздушного судна. Мы регулярно в рамках оперштаба значит, взаимодействуем с авиакомпаниями, с аэропортами, с аэронавигацией для того, чтобы в случае таких задержек найти решение, найти замену или, возможно, продлить работу аэропортов. Ну, по метеоусловиям, конечно, мы здесь какие-то решения принять не можем, ждем приемлемых погодных условий. Значит, по мосту, по Ленскому мосту хотел бы, вопросы много часто поступают. Значит, сегодня по Ленскому мосту проектно-сметная документация второго этапа поступила к нам в полном объеме. Мы сейчас ее проверяем, согласовываем и планируем в апреле месяце значит, зайти в главгосэкспертизу для получения соответствующего заключения. И в этом году планируется значит, завершение работ по переустройству высоковольтных линий, газопровода и линий связи, а также будет завезено достаточно значительный объем инертных материалов и будут созданы 2 строительные площадки. В целом сегодня отрабатывается с федеральными органами исполнительной власти вопрос финансирования из федерального бюджета. У нас в этом году в региональном бюджете в рамках софинансирования предусмотрено 1,5 миллиарда рублей, и на этот объем средств у нас уже запланированы работы. В случае выделения дополнительных средств именно в этом году мы также готовы ускорить и провести дополнительные работы. Сегодня на всех оперштабах, на всех значит, совещаниях по строительству дорог, вообще в целом по строительству, зампред правительства Хуснуллин Марат Шакирзянович заявляет о том, чтобы все строительные проекты значит, ускорялись, и под это будут выделять дополнительные средства. Мы, конечно, в этом тоже активно участвуем. И как только будут первые результаты, мы обязательно об этом вам сообщим. Значит, так, дальше какие у нас вопросы? Хотелось бы сказать, наверное, сейчас всех волнует вопрос доставки грузов по железной дороге. Здесь сразу скажу, все груза, которые имеют назначение на станцию Нижний Бестях, а это на сегодня это 2026 вагонов, будут своевременно доставлены до закрытия переправы Нижний Бестях-Якутск и разгружены, соответственно, на станции Нижний Бестях. У нас создана опергруппа с железными дорогами Якутии, с Министерством предпринимательства, с транспортно-логистическими компаниями. И сегодня мы мониторим эту ситуацию каждый день. Можете следить за отгрузкой количества вагонов. Мы эту информацию сегодня даем ежедневно. Подписывайтесь на каналы, на аккаунты, на странице нашего министерства, в Телеграме, в Одноклассниках, ВКонтакте.
ежедневная информация дается. В среднем на станции Нижний Бестях разгружается порядка 100 вагонов. Ну, к примеру, вчера было разгружено 106 вагонов, за день до этого 99. Сегодня план разгрузить 95 вагонов. На сегодня по уже пришедшим сюда вагонам останется 158, и такая работа будет продолжена и продолжается круглосуточно и без выходных. Здесь мы хотелось бы сейчас обратиться к предпринимателям, которые ждут свои грузы, и в выходные дни вы, в принципе, можете получить свой груз. Здесь железные дороги работают совместно с транспортно-логистическими компаниями, работают, еще раз повторюсь, круглосуточно и без выходных. Получайте свой груз, своевременно забирайте, и, соответственно, здесь упор, безусловно, в нашей работе стоит на грузах первой необходимости, социально значимых и жизнеобеспечивающих грузах. Это топливо, это значит, продукты питания и другие. Этот вопрос у нас находится на контроле. В субботу совместно с первым зампредом правительства Садовниковым Дмитрием Дмитриевичем, с предпринимателями выедем на грузовой двор, проверим работу крановых мощностей. Сегодня работают, значит, порядка, ну, у Госнабсбыта работает 33 крана, значит, у железных дорог, значит, 1 кран, значит, у ассоциации АЯМ работает 8 кранов. В целом, как бы, работа, значит, не останавливается. Более того, планируем дополнительно усилить работниками, грузчиками. И ЖДЯ в скором времени, буквально на днях, будет на сайте представлять информацию об номерах вагонов, которые планируется на ближайшую неделю подойти на станцию Нижний Бестях. Значит, что касается, вот вопросы поступают по техническому осмотру. Значит, по техническому осмотру хотелось бы отметить следующее. В силу изменения федерального законодательства сегодня технический осмотр транспортных средств должен осуществляться на оснащенных по нормативам станциях технического осмотра, подключенных к единой информационной системе технического обслуживания, и, соответственно, выдавать данные по местонахождению его по, значит, географическим координатам. Все эти, так скажем, требования достаточно капиталоемкие, и не все предприниматели сегодня провели необходимые работы и получили сертификат Российского союза автостраховщиков. Но вместе с тем сегодня в республике работает 18 станций технического осмотра. Значит, по грузовым и машинам и по автобусам есть станции в Мирном, в Алдане, в Нерюнгри. На северах, в Арктике работают передвижные линии казенного предприятия «Дороги Арктики». Что касается города Якутск, здесь, наверное, и в соцсетях, и в целом, как бы, по обращение граждан приходят к нам, что есть проблемы с прохождением техосмотра тех же автобусов. Здесь хотелось бы сказать, что до Нового года здесь работали 4 станции, после Нового года работали 2 станции. Вместе с тем были проблемы и с самой информационной системой.
были проблемы с ЭЦП у управления ГИБДД. Значит, сегодня проблема, на настоящий момент, прямо сейчас проблема, значит, также возникла у отдельных станций техосмотра с соответствием сертификата. Но сегодня хотелось бы сказать, что на Покровском тракте работает частная станция техосмотра, которая может осуществлять техосмотр, в том числе и автобусов. На этой неделе возобновит работу станция казенного предприятия «Дороги Арктики», и еще два частных предприятия начнут работу со следующей недели. Мы держим связь и взаимодействуем с теми перевозчиками, которые работают на автобусах. Сегодня будем отрабатывать в ручном режиме. Да, есть такая проблема, она отдельно, конечно, надо признать, что она отдельно влияет на работу общественного транспорта в городе Якутске. Вместе с тем ничего, наверное, не мешало пройти техосмотр заранее, не дожидаясь последнего дня действия диагностической карты. Поэтому здесь хотелось бы призвать перевозчиков своевременно, заранее, и самое главное, подготовить и свое транспортное средство к прохождению техосмотра. Очень часто, значит, транспортное средство просто не проходит требования техосмотра. Если, давайте еще посмотрим, какие вопросы. Значит, по аэровокзальному комплексу в городе Неринги, аэропорт Чульман. Ну, вы знаете, уважаемые жители Нерюнгринского района, в прошлом году была в рекордные сроки введена взлетно-посадочная полоса. В этом году, и мы отдельно это рассматривали, этот вопрос, нет никаких опасений, никаких рисков. В этом году ведется работа по аэровокзальному комплексу. Этот комплекс по планам должен быть завершен в ноябре текущего года. Значит, человек работает 30 лет в сфере строительства, внутренний ремонт, почему зарплата такая маленькая? Ну, наверное, это вопросы к Минстрою и в целом к предприятиям строительства. По улице Ильминской. Почему улицу Ильминскую не делают ни тротуаров, ни детской площадки, как будто Сайсар район совсем заброшен, это ужас. По улице Ильминской в прошлом году были проведены подготовительные работы по перекладке и ремонту инженерных коммуникаций, это и газовые сети, и электрические сети. В этом году по городу, по Ильминской, работы будут, значит, завершены. Активная фаза именно работы по дорожному полотну, по дорожной одежде, по тротуарам она будет выполнена. Соответствующее водоотведение также будет обустроено. Вообще по улицам города Якутска, по ремонту улиц города Якутска у нас в этом году планируется 34, почти 35 километров дорог. Хотелось бы отдельно остановиться на наиболее значимых улицах. Это у нас, безусловно, продолжение проспекта Ленина. По проспекту Ленина я сейчас отдельно остановлюсь, отдельно расскажу об этапах. А в целом по городу Якутску хотелось бы отметить наиболее значимые улицы. В первую очередь будет, как я уже сказал, улица Ильминская завершена, улица Винокурова, это если говорить о Сайсарах, улица Билибина. Значит, продолжится работа по так называемым объездным путям города Якутска. Улица Птицевод будет заасфальтирована. Будет отремонтирована улица Пирогова.
начнется ремонт улицы Чеченко. И еще один важный такой объект, который мы начинаем в этом году совместно с городом, это ремонт улицы Можайского, где будет дорога расширена до 4 полос с обустройством кругового перекрестка. Эти работы продолжатся до 2024 года. Постараемся, конечно, завершить их в 2023 году. Они дойдут, эта дорога, четырехполосная дорога дойдет до стелы улица Марха. И в последующем мы планируем соединить эту улицу с республиканской дорогой НАМ. Вы все знаете, сегодня идет ремонт, вернее, капитальная реконструкция дороги НАМ. Это близ Жатая, близ от района Сатал до Юскатына. В этом году эта дорога закончится, и мы последовательно приступим к соединению этого участка с улицей Можайского. Значит, ну, вот такие вот значимые объекты. Значит, мы будем дальше продолжать ремонтировать улицы города Якутска. Что касается проспекта Ленина, да, по проспекту Ленина работы продолжаются. Вы знаете, завершаются работы вот от площади Орджоникидзе до улицы Курашова. Там меняют, значит, основание. И с 22 марта от улицы Курашова до улицы Короленко также будет еще очередной участок закрыт. Здесь я бы хотел отнестись, попросить граждан, наших горожан отнестись с пониманием к неудобствам. Эти работы довольно масштабные, объект у нас практически стоит 1,5 миллиарда, и он у нас предполагает в том числе и замену тротуаров, обустройство велодорожек, значит, озеленение, даже освещение вдоль проспекта Ленина также будет в единой стилистике. И именно этот участок вот в эти года приходится под реконструкцию. Все работы будут завершены по нашим планам до конца сентября текущего года. Проезд по перекресткам, которые пересекают проспект Ленина, будет согласно графику производства работ, будет временно закрываться и открываться. Еще раз просил бы, так скажем, с пониманием отнестись к данным работам. До центральных городов самолеты сейчас летают, да, по расписанию. Нет, значит, нет отмены, нет. Сейчас мы, как и региональные авиакомпании, так и такие компании, как Seven, Аэрофлот, Ютейр, летают до Москвы, до Питера по расписанию. Какая ведется работа по обеспечению безопасности на дорогах? Ну, здесь хотелось бы отметить, что в прошлом году нам удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий совместными усилиями с управлением ГИБДД. Были достаточно большие работы проделаны и по освещению дорог в населенных пунктах, например, в Лахане, ну, по тем населенным пунктам, где проходят наши республиканские автомобильные дороги. Сегодня, к сожалению, статистика на аналогичный период прошлого года не совсем, так скажем, положительная. Значительный рост идет по смертности от дорожно-транспортных происшествий. Здесь я бы хотел обратиться к
уважаемым водителям, к автовладельцам соблюдать правила дорожного движения, лишний раз не рисковать, относиться с уважением к участникам дорожного движения и соблюдать правила дорожного движения. В этом году мы планируем, значит, установить дополнительно порядка 30 камер фото-видеофиксации нарушений по всей республике. В основном это будет наиболее аварийные участки на федеральных автомобильных дорогах. Из 30 видеокамер 8 видеокамер будут, значит, фиксировать нарушения по пристегнутых ремней. Они будут в основном установлены на выездах из крупных населенных пунктов. В этой связи еще раз призываю уважаемых автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и пристегиваться и соблюдать правила дорожного движения. По освещению, значит, улиц населенных пунктов, вдоль которых проходят республиканские автодороги, я бы хотел сейчас озвучить. Мы планируем в этом году порядка 2 километров освещения в селе Матта Мегино-Кангаласского района, порядка 3 километров в поселке Сангар Кобяйского района. Будет 1,5 километра освещения в Хатасах, значит, в селах, 2 километра в селе Абага и 1200 метров в селе Сулгачи Амгинского района, 1200 метров в селе Новая Мурья Ленского района, и будут освещения порядка 2 километров в селе Итыкёль и в селе Чечемах Татинского района, а также 2 километра в селе Тосу на республиканской дороге Эджигян в Вилюйском районе. Ну, конечно, дополнительно будут установлены знаки, барьерное ограждение. Значит, эту мы работу продолжим. Дополнительно с ГИБДД выработали комплекс мер, которые позволят, надеюсь, нам сохранить показатели дорожно-транспортных происшествий ниже, чем в прошлом году. Значит, по вопросам, значит, лотков, водоотведения, асфальтирования улиц, вернее, асфальтирования дворов в городе Якутске, здесь хотел бы четко обозначить, что это планы и полномочия города Якутска, окружной администрации. Какие именно дворы по их программам будут заасфальтированы, наверное, лучше эти вопросы задать им. Это вопросы благоустройства, они не относятся к Министерству транспорта. Значит, по междугородним перевозкам между городами Якутии мы, как я говорил уже, вот в рамках 100 автобусов к столетию, 10 автобусов планируем запустить на межулусных перевозках. Это маршруты Якутск, Покровск, Махсагалох, Якутск, Намцы, Хатырык, Якутск, Бердигистях. В следующем году, вернее, в этом году, я надеюсь, асфальт дойдет и по федеральной трассе Вилюй до села Чурапча. Я надеюсь, что после этого мы также запустим автобусный маршрут по маршруту Чурапча, Нижний Бестях, Якутск. Автобусы все новые, комфортабельные, на газомоторном топливе. Еще раз повторюсь, адаптированы к нашим условиям, то есть имеют двойные стекла, дополнительные печки, то есть будет тепло и комфортно. Так, у нас по вопросам еще. Так, еще какие у нас вопросы? Еще раз, по субсидированным авиарейсам для арктических районов приходят вопросы. Да, хотел бы сказать, что сегодня, значит, если вы имеете прописку в арктическом районе, вы можете воспользоваться субсидированным авиабилетом
из Якутска до районного центра в 13 арктических районов. И, значит, сегодня будут продаваться билеты, откроется продажа до октября месяца. Общая сумма субсидии будет 600 миллионов рублей. Это мы планируем субсидировать не менее 10 кресел на одном рейсе. Но при, значит, обращении, при наличии по факту, значит, пассажиров в большем количестве, соответственно, авиакомпании не отказывают и, соответственно, будут продавать билеты по субсидированной цене, значит, вне зависимости, еще раз, от возрастных ограничений. Есть ли проблема у авиакомпании Якутии из-за санкций? Проблем у авиакомпании Якутии из-за санкций на сегодняшний день в данный момент не имеется. Они, значит, могут возникнуть только, ну, не только у авиакомпании Якутии, а у всех российских авиакомпаний с запасными частями иностранного производства, которые попали под санкции. Но сегодня на федеральном уровне, на уровне страны принимаются решения по, соответственно, в первую очередь по поставке сейчас в текущий момент по поставке запасных частей через альтернативные логистические маршруты. Во вторую очередь сегодня усиливается как и в финансовом плане, так и в рабочих ресурсах разработка и производство наших отечественных самолетов, таких как Ил-76, Ту-204, Сухой Суперджет, МС-21. Уверен, что мы уже увидим в скором времени наши отечественные самолеты и в наших региональных авиакомпаниях. Какие сроки закрытия на ледовых переправах? По ледовым переправам мы информацию эту размещали на своих страницах. Обязательно будем эту информацию актуализировать. С 1 апреля мы, значит, начинаем работу по ежедневному мониторингу толщины льда и будем ежедневно выдавать, значит, сроки, ну, во-первых, допустимую грузоподъемность и сроки, актуализировать сроки закрытия. Такая задача поставлена Алексеем Сергеевичем. В ручном режиме будем регулировать значит, ледовые переправы. Вместе с тем хотел бы отметить, что необходимо обязательно соблюдать ограничения весовые, следить за знаками. Будет организовано дежурство на ледовых переправах, будут действовать весовые. Но вместе с тем мы будем максимально продлять работу ледовых переправ для того, чтобы успеть завести все необходимые социально значимые товары. С 1 апреля, напомню еще раз, мы будем на своих страницах обязательно, значит, выдавать актуальную информацию по зимникам. Напомню, по вот основным ледовым переправам мы пока предварительно планируем снижение грузоподъемности. Ну, например, на переправе, значит, Нижний Бестях-Якутск с 1 апреля снизить грузоподъемность с 40 до 30 тонн. Далее с 5 апреля с 30 до 20 тонн. Но, еще раз говорю, эти сроки будут корректироваться, исходя из фактического состояния льда. По внутрирайонным перевозкам субсидий я еще раз сказал уровень прошлого года. План такой же, как в прошлом году, все финансово обеспечено.
Да, Минтранс, можно ли на вас выйти? Минтранс сейчас есть да, в соцсетях. Еще раз повторюсь, это Телеграм-канал, это ВКонтакте, это Одноклассники. У нас подписывайтесь на наш канал Минтранс Пресс. Можно нас найти. Мы обязательно еще на официальном сайте разместим ссылки на наши каналы. Сейчас можно ли вылетать за пределы страны? Еще раз повторюсь, вылетать за пределы страны мы со своей стороны не рекомендуем. Вместе с тем, вот еще раз повторюсь, в такие страны, как Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Казахстан, значит, Объединенные Арабские Эмираты, Турция сегодня, значит, на уровне прошлого года. Тариф будет составлять для пассажира 1000 рублей на воздушной подушке. Возможно, этот тариф в силу, значит, того, что в период интенсивного ледохода, когда будут ходить аэроботы, их не так уж много, он может вырасти до 2000 рублей. Здесь, наверное, это обосновано. Вместе с тем, уважаемые жители республики, жители города, я бы хотел бы обратиться к вам, чтобы вы все-таки заблаговременно спланировали свои поездки, значит, на тот берег или в город Якутск. И в период интенсивного ледохода, я напомню, что это в первую очередь небезопасно. Хотел бы, чтобы вы заранее спланировали свои поездки и осуществили их сейчас и в период интенсивного ледохода воздержались от переездов на тот берег. По грузам у нас в среднем тариф перевозчики на воздушных подушках заявляли 18-20 рублей за килограмм. Вместе с тем сегодня перевозчики заявляют порядка 15 тысяч за рейс. Но тут мы будем отдельно отрабатывать вместе с предпринимателями, с Минпредом, Министерством предпринимательства и с перевозчиками, значит, отдельно перевозку малогабаритных грузов именно по необходимости. В первую очередь социально значимые товары. Будем следить за ценами, будем отрабатывать, чтобы необоснованного повышения цены не было. По железке я уже сказал, еще раз повторюсь, значит, сегодня разгружается порядка 100 вагонов в день, еще ожидается 2000 вагонов с назначением в республику, из них порядка 1700 это Нижний Бестях. Мы планируем, что все груза будут вовремя доставлены и переработаны на станции Нижний Бестях. Вопрос находится на контроле и под постоянным мониторингом ежедневным. Так, есть вопрос по пассажирским ЖД перевозкам из Нижнего Бестяха в Нерюнгри. Из Нижнего Бестяха и Нерюнгри будут ли запущены прямые вагоны в Сочи и в Крым. Сегодня беспересадочные вагоны из Нижнего Бестяха, ну и, соответственно, из Нерюнгри у нас курсируют до Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и до Иркутска. И если есть необходимость добраться до Сочи или до Москвы, до Крыма, то вы можете в Иркутске беспрепятственно пересесть на вагоны российских железных дорог и уже там добраться также по железнодорожным линиям нашей страны до места назначения, до мест отдыха. Беспересадочные вагоны у нас прямые действуют до Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Иркутска, повторюсь. Как успешно прошел испытание в якутских суровых условиях новый самолет МС-300? МС-21-300 успешно прошел все испытания. Мы
та программа, которую планировала госкорпорация «Иркут», она была выполнена, и сегодня этот самолет планируется к серийному производству уже в этом году. Коллеги нас поблагодарили, они все, что планировали, все полеты, все испытания и при низких температурах также все сделали. Считаете ли вы, что санкции отразятся на строительстве автомобильных дорог? Еще раз, по планам на текущий год санкции не отразятся. Все оборудование, техника дорожная имеется, материалы, сырье закуплено, в том числе и битум. Соответственно, мы не видим рисков для неисполнения наших планов по автомобильным дорогам. Значит, наверное, хотелось бы еще отдельно сказать по улице Чернышевского. Сегодня в городе Якутске сегодня она закрыта. Это тоже такой, может быть, остро стоящий вопрос. Там проходят сейчас работы по реконструкции, значит, канализационного коллектора. Да, есть определенные неудобства. Вместе с тем также хотел бы, значит, отнестись с пониманием. Сегодня работы активно ведутся, и данные работы будут завершены по информации окружной администрации города Якутска в сентябре текущего года. Значит, какие у нас еще вопросы? По Жатайской судоверфи имеются вопросы. Жатайская судоверфь сегодня были, в силу объективных причин, были перенесены плановые сроки ввода. Вместе с тем все оборудование на сегодняшний день на строительной площадке. Плановый ввод судоверфи 2023. Строительно-монтажные работы должны завершиться в этом году. Работы по доставке оборудования и их установки и пусконаладки должны завершиться в 2023 году. В рамках этого проекта планируется также строительство многоквартирного дома в поселке Жатай и общежитие на 210 мест для работников Жатайской судоверфи. Кроме того, мы планируем отремонтировать подъездные дороги к судоверфи, которые были, может быть, в силу объективных причин при доставке туда строительных материалов разбиты. В этом году мы начнем их ремонт. Если говорить о ремонте дорог в наших улусах, в наших муниципальных районах, то хотел бы здесь отметить, что мы за счет средств дорожного фонда значительно увеличили средства, направляемые на ремонт муниципальных дорог. В прошлом году, вы знаете, были построены 11 мостов. В этом году мы планируем порядка 5 мостов ввести. В целом объем средств, направленный на местные дороги, увеличен до 958 миллионов рублей. Это уже практически миллиард. В прошлом году это было 580 миллионов, в этом году это уже практически миллиард рублей. Значит, в этом году порядка 38 километров дорог будет отремонтировано. Если говорить о наиболее значимых, да, серьезные средства направляются на дороги Нерюнгринского района в рамках указа главы нашей республики по социально-экономическому развитию
Нерюнгринского района. Это и сам город Нерюнгри, и Чульман, и Серебряный Бор, и Золотинка. В этом году также выделены средства на ремонт 5 улиц города Алдана. Отдельно мы сейчас дополнительно предоставим средства на ремонт улиц в Нижнем Куранахе, в Тамоте Алданского района. Дополнительно выделили средства на ремонт дорог в Ленском районе. Это пригородные дороги города Ленска. Значит, кроме того, в городе Покровске, в Немигюнцах, в Верхнем Бестяхе Хангаласского района будут отремонтированы улицы. И в рамках проведения, значит, спортивных игр в Гусялданском районе будут отремонтированы, заасфальтированы 3 улицы в селе Барагонцы. И будут также дополнительно проведены ремонтные работы на автомобильных дорогах Мюрю и Барагон, непосредственно в Гусялданском районе. Если говорить о ремонте республиканских дорог, то это порядка 234 километров мы планируем в этом году отремонтировать. Ну, как я уже говорил, это дорога второй категории НАМ в районе Юсхатына-Сатала. Ремонтируем дорогу от Булгуняхтаха, дорогу у нас от Булгуняхтаха до Улаханана. Это направление, так скажем, наиболее популярно среди туристов и в целях обеспечения, в том числе безопасности дорожного движения. Значит, ремонтируем дороги в этом направлении. Кроме того, в этом году планируем начать реконструкцию участка от поста ГАИ до Владимировки региональной дороги у нас, это Покровский тракт, в рамках реконструкции дорог в рамках подходов к Ленскому мосту мы уже в этом году начнем ремонт, реконструкцию этого участка. Далее продолжим его, в последующие годы продолжим от Владимировки уже до Табаги. Так, какие еще вопросы у нас? Какие праздничные мероприятия в транспортной отрасли Якутии запланированы к 100-летию образования Якутской ССР? Ну, я до этого рассказывал про проект 100 автобусов к 100-летию республики. Мы планируем, что в сентябре, в конце сентября асфальтовая дорога дойдет по федеральной трассе Колыма до села Чурапча. И запланированы праздничные мероприятия, посвященные 100-летию нашего прославленного авиаконструктора Туполева. В этом году 80-летие, значит, трассы Аляска-Сибирь, перегона. И также запланированы отдельным планом мероприятия. И там мероприятия. Но в целом у нас к 100-летию также будет ряд мероприятий в рамках общего плана, общереспубликанского. Постараемся в первую очередь дать хороший результат по отрасли, чтобы за этот год исполнить все наши планы. Так, какие у нас еще планы? Какие вопросы? Вопросов нет. Хотел бы сказать, что в рамках речных перевозок мы имеем сегодня договоренности с конструкторским бюро Алексеева. Значит, сегодня на их верфи строится Метеор 120.
В ноябре этого года он уже будет готов, и к навигации 2023 года новый метеор должен прийти в Ленский бассейн и значит, будет курсировать у нас по Лени. Предварительно предполагаем, что район по маршруту Якутск-Сангар-Жиганск. Дополнительно открываем по речным перевозкам, открываем маршруты в Верхоянском районе, планируем субсидировать, в Нюрбинском районе, Малыкай-Жархан. Сегодня идет подготовительная работа, и сегодня там эти маршруты в этом году начнут субсидироваться. Это позволит, конечно, во-первых, обеспечить транспортную доступность на летний период, и цены будут, так скажем, доступны для всех категорий населения. Так, у нас еще есть ли вопросы? Да, вопросы вроде бы закончены. Я бы хотел поблагодарить всех участников сегодняшнего прямого эфира. Спасибо за вопросы. Надеюсь, я постарался ответить на все. Если какие-то вопросы, вам, может быть, какая-то нужна детальная информация, можете еще раз обращаться либо к нам с обращениями в министерство на электронную почту, либо подписываться на наши каналы и, соответственно, задавать волнующие вас вопросы на наших страницах. Всем большое спасибо, всего доброго, всем здоровья.